Новый день рассветом начинается, все живое пробуждается. От души желаю вам, пусть счастливым, от души желаю всем, пусть счастливым будет этот день. Доброе утро всем, кто встречает этот новый весенний день вместе с нами. Сегодня четверг, 5 марта, и давайте знакомиться с событиями этого дня. День рождения сегодня у такого удобного и практичного приспособления, как степлер. Интересно, что новинкой его не назовешь. Степлер родоначальник был изготовлен ручным способом еще в 18 веке во Франции и предназначался для нужд королевского двора, так что каждая скоба отмечалась соответствующей символикой. Также сегодня, 5 марта, день выключенных гаджетов. Таким образом, некоторые оставляют свои мобильные устройства дома и целые сутки мужественно обходятся без их помощи. Если подсчитать, сколько мобильных устройств ежедневно использует человек, то получается ошеломляющее количество. Это и телефоны, смартфоны, планшеты, умные часы и так далее. Они так прочно вошли в нашу жизнь, что без гаджетов, согласитесь, человек чувствует себя дискомфортно. Однако их удобство и практичность в некоторой степени играют злую шутку. Они медленно, но верно подменяют собой живое человеческое общение. Гаджетомания. Именно таким недугом страдает основная масса населения нашей планеты. 5 марта стал таким ответом на повальное увлечение электронными устройствами. Начало весны, природа оживает, самое время пообщаться со своими друзьями, прогуляться по улице, посмеяться и повеселиться. Что ж, по-моему, погода для этого благоволит. По народному календарю наступил Тимофей Весновей. Дожить бы до Весновея, а там и зима не страшна, говорили наши предки. А если этот день выдавался погожим, то и весна должна была быть такой. Прогноз погоды на день 5 марта. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 21, минус 24 градуса. Днем ожидается до минус 12, минус 15. В заречных Улусах минус 21, минус 25 утром, днем минус 9, минус 13 градусов. В южных минус 15, минус 6 утром, днем минус 7, минус 9 градусов. В Вилюйских Улусах минус 16, минус 19 утром, днем минус 8, минус 11 градусов. В Нижнеленских минус 18, минус 19 утром, днем минус 15, минус 16. В западных минус 14, минус 16 утром, днем до минус 7, минус 9 градусов. В Колымендигирских Улусах минус 17, минус 27 утром, днем ожидается минус 13, местами минус 24 градуса. В Янских Улусах минус 21, минус 24 утром, днем минус 15, минус 17 градусов. На северо-западе минус 16, минус 21 утром, днем минус 15, минус 22. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 28 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 13, минус 15 градусов. И на данный момент в нашей студии гости. Мы сегодня говорим о репродуктивном, то есть женском здоровье. Рада вам представить главного акушера-гинеколога города Якутска, заведующую акушерским физиологическим отделением перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы Людмилу Александровну Шек. Людмила Александровна, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте начнем с самого определения понятия репродуктивное здоровье, что мы под ним понимаем и какие тенденции вы могли бы отметить. Ну, вообще, наверное, нужно начать вообще с определения, что такое здоровье по
определению ВОЗ здоровье – это социальное, физиологическое, психологическое благополучие человека. А репродуктивное здоровье – это часть всего вот этого организма, да, то есть здоровье на человека на то, чтобы производить себе подобных. И надо сказать, что вот эта вот составляющая именно демографической политики, о которой сейчас очень много говорится у нас в России, у нас в республике. Ну, каковы же тенденции? Ну, я бы сказала, что не очень как бы обнадеживающие, но ведется очень такая активная работа, да, по снижению абортов у женщин. То есть вот это поведение репродуктивного здоровья, оно, конечно же, снижено и у мужчин, и у женщин. Поэтому правительство, Министерство здравоохранения предлагают населению различные программы, и социальные, и медицинские, в том числе ОМС вошло ЭКО, программа ЭКО, которая сейчас стала намного доступнее женщинам, семейным парам, ну а также одиноким женщинам. Но все мы знаем, что 25 февраля в Якутии отмечался Национальный день здоровья, да? И мы знаем, что различные мероприятия, консультации прошли. Медицинская организация наша также не осталась в стороне. В эту неделю с 24 по 1 марта у нас проводился вот именно День здоровья. Врачи читали лекции, проводили беседы с пациентами о здоровье, о вреде курения, о здоровом образе жизни. Ну и, конечно же, не осталось без внимания наше грудное вскармливание. То есть это самая важная, можно сказать, тема на сегодняшний день – естественное вскармливание малышей. Но на сегодня с какими патологиями сталкиваются специалисты перинатального центра чаще всего? Чаще всего это экстрагенитальная патология беременных женщин. Это заболевания соматические, да, то есть заболевания почек, половой системы, анемии, очень часто приводящие к осложнениям беременности и родам. Ну и приводящие также к преждевременным родам. Кстати, наш вот перинатальный центр, он как раз-таки и специализируется именно на принятии преждевременных родов, выхаживании недоношенных детей. Так, вот женское здоровье это не только женщины, да, конечно же, и девочки с самого рождения. В каком вот возрасте нужно начать заботиться о здоровье своего ребенка, девочки? Если мама не видит никаких патологических, да, процессов у девочки раннего возраста, то ближе к развитию полового созревания обязательно нужно показать девочку. Это где-то 10-9 лет. Так, вообще, вот если говорить о перинатальном центре, да, какие основные показатели характеризуют деятельность центра? Водички попить? Извините. Пожалуйста. Основными показателями работы перинатального центра это, конечно же, является демография. Да? Это показатели смертности, материнской смертности, младенческой смертности и количество родов. Это считается основными показателями успешной работы перинатальных центров. И надо сказать, что наш региональный перинатальный центр, который введен в строй в 2017 году по инициативе нашего президента Российской Федерации, да, построено по всей России очень много этих центров, только с той целью, чтобы повысить, во-первых, демографическую ситуацию, да, во-вторых, улучшить качество и доступность именно помощи женщинам в период беременности и родов. Людмила Александровна, что бы вы хотели пожелать нашим девочкам и женщинам, нашим телезрительницам?
Я бы хотела пожелать всем здоровья, благополучия, беречь себя, беречь своих детей. Спасибо большое, Татьяна Александровна, что приняли участие в нашей программе. Будьте здоровы, плодотворной вам работы. Мы продолжаем наш эфир. В отделении Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия часто поступают вопросы об удержаниях из пенсии. В каких случаях происходят такие удержания и на основании каких документов? Вы спрашивали, мы отвечаем. Согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона о страховых пенсиях, удержание из установленной пенсии производится на основании исполнительных документов. Это могут быть исполнительные листы, судебные приказы, постановления об административных правонарушениях и так далее. Нормы закона о страховых пенсиях и закона об исполнительном производстве ограничивают размер возможного удержания из пенсии. На основании исполнительных документов может быть удержано не более 50% пенсии, а в исключительных случаях при взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью может быть удержано не более 70% пенсии. Пенсионный фонд является органом, исполняющим требования согласно закону об исполнительных производствах и не может самостоятельно приостанавливать, прекращать взыскание либо изменять размер взыскания. В частности, изменять размер удерживаемых из пенсии алиментов. Размер в этом случае может быть изменен только в судебном порядке. Пенсионный фонд может выдать справку только об удержанных суммах из пенсии. Для получения информации об остатках взыскиваемых сумм должник может обратиться в службу судебных приставов. Мы продолжаем наш эфир «Музыка Победы». Так называется конкурс, который проходит во Дворце детского творчества города Якутска. Песни, стихотворения, театральные представления приурочены к 75-летию Великой Победы. В данном конкурсе участвуют более 10 школ и дошкольных учреждений нашей столицы. Как отметили организаторы конкурса, итоговое мероприятие с театральным представлением пройдет 24 марта. По результатам проекта будут озвучены имена лучшего актера и актрисы, лучшее музыкальное оформление, лучшее драматическое произведение. Таким образом, через песни, художественные произведения будущее поколение будет помнить и гордиться подвигами наших героев, отцов, дедов, прадедов, что и является основной целью проекта «Музыка Победы». Это очень важно, чтобы передать из поколения в поколение эту память. И когда наш классный руководитель нам предложила поучаствовать в данном конкурсе, мы сразу и родители, и бабушки, и дети согласились. Мы очень долго готовились, были у нас долгие репетиции. Дети у нас в композиции танцевали, и читали стихи, и пели. Мы очень рады, что они все это чувствуют, что вот несмотря на такую отдаленность этой даты, все-таки поколение из поколения все это донесено до них. И они, конечно, очень волнительно все это и эмоционально передают. Замечательно. Мы очень рады, что это осталось и в их поколении. Во-первых, мы ждем, что мы подойдем к этой знаменательной дате, 75-летию, что она вот у всех участников, детей, останется в памяти, что они понесут эту замечательную дату и дальше. И, конечно, мы на этом не останавливаемся. Оно будет происходить и дальше, потому что у нас еще будут выездные концерты и по школам города Якутска, и по загородным школам. И мы будем, конечно, и в Дом ветеранов приезжать. И, много у нас намечается реализация этого проекта. Продолжаем тему Великой Победы. Федор Кузьмич Попов, родом из Мегино-Кангаласского улуса, рядовым, он одним из первых в полку 1 октября 1943 года переправился через реку Днепр, в траншеях врага вступил в рукопашный бой и захватил вражеский пулемет, открыл огонь и лично уничтожил врагов. Попову присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден орденом Ленина. Что на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна.
как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Октябрь 1943 года. Из наградного листа на Попова Федора Кузьмича. Противник, укрепившись на выгодном рубеже, сильным артиллерийско-минометным огнем и бомбардировкой авиации не давал никакой возможности переправиться нашим подразделениям на правый берег реки Днепр в районе местечка Любич Черниговской области. Товарищ Попов, презирая смерть, одним из первых бросился в воду и, переплыв на правый берег Днепра, первым вскочил в траншею противника, огнем своего оружия и в рукопашной схватке истребил 23 солдат и офицеров противника, захватил ручной пулемет. Открыв ураганный огонь, Федор Попов дал возможность переправиться своей роте. Противник под прикрытием артиллерии и авиации бросался в контратаки на наши переправившиеся подразделения, и когда создалась угроза 3-й стрелковой роте, Попов, быстро изменив свою огневую позицию, с автоматом и захваченным у противника ручным пулеметом пробрался во фланг контратакующей пехоте и нанес противнику значительные потери, истребив до 50 солдат и офицеров, тем самым способствовал переправе на правый берег реки Днепр нашим подразделениям. Товарищ Попов достоин правительственной награды, звания Героя Советского Союза. Федор Попов погиб в бою за белорусскую деревню 10 октября 1943 года. Ему было всего неполных 22 года. Первый среди якутов Герой Советского Союза похоронен в деревне Деражичи Лоевского района. Они остаются жить. Солдаты, отдавшие жизнь за свой народ, воскресают и вечно живут в нашей памяти. Поклонимся, помянем, помолчим. Напомню, что наш флешмоб «Катюша» продолжается. Для этого 10 человек и выше должны исполнить песню «Катюша» и отправить нам на нашу электронную почту utro.nvk@mail.ru. Адрес нашей почты вы в данный момент видите на своих экранах. А далее мы сейчас послушаем ансамбль «Светлянка» поселка Светлый, города Мирный. Они
вот так вот весело начинается наше утро. К этой минуте рада зачитать сообщения, которые приходят на наш WhatsApp номер. Миша, Анюта, привет. Тима вам передает. А также вот лично у меня спрашивают, где Иван Петрович. Екатерина, удачного дня. А Иван Петрович в данный момент находится в Москве, где прошел в полуфинал «Лидеры России» по специализации здравоохранения. Давайте поздравим Ивана Петровича, пусть скорее возвращается, потому что одиноко Катерине без него. Мы продолжаем. Благодаря программе поддержки местных инициатив в Якутии ежегодно реализуется более 400 проектов. Что это за программа и как она работает, нам сегодня расскажет наша гостья. Рада представить вам регионального консультанта по реализации программ поддержки местных инициатив Светлану Колодезникову. Светлана Романовна, доброе утро. Добрый день. Давайте телезрителям немножко объясним, что такое вот ППМИ, коротко, да? Что из себя представляет? ППМИ – это программа поддержки местных инициатив. Эта программа была разработана Всемирным банком по заданию правительства Российской Федерации и впервые была реализована в 2007 году в Ставропольском крае. ППМИ, если вот простыми словами, то это эффективный механизм для вовлечения широких слоев населения в местное самоуправление путем проведения собраний, на которых население может выбирать те или иные проекты, которые они считают, что должны быть решены непосредственно в их муниципалитете. И уже эти проекты реализуются при поддержке местной администрации. То есть эта программа позволяет вовлекать, во-первых, население, во-вторых, использовать все доступные местные ресурсы, и, в-третьих, уже контролировать со стороны населения реализацию таких проектов. А какие проекты чаще всего выдвигаются населением? Чаще всего выдвигаются, конечно, проекты, вот если мы возьмем, например, 2019 год, то на первом месте у нас стоят проекты по благоустройству. Это озеленение территории, это приведение в порядок тротуаров, мест сбора мусора, освещение, дороги. На втором месте у нас стоят объекты тепло- и водоснабжения. Но это тоже те проекты, которые люди считают наиболее важными и насущными. Ну вот как раз на экране видим, да? Это вот как раз-таки вот тротуары, да? Да, это обустройство тротуаров. Те проекты, которые поддержали, да? Да. Ага. По каким критериям выбираются? Заявки поступают на конкурс, я уже сказала, после проведения общественного собрания, после проведения сельского схода. И если этот проект поддерживает большинство населения, то такие заявки уже местная администрация готовит документы и представляет на конкурс. В 2020 году Министерство финансов проводило прием конкурсных документов с 15 января по 13 февраля. На конкурс предоставляются заявки, которые должны отвечать таким требованиям, что они, вот, во-первых, были поддержаны, выдвинуты населением, то есть не то, что предлагает, например, администрация, а именно сами люди. Во-вторых, они должны были быть поддержаны не только вот общественным мнением, но и финансово, то есть местный бюджет должен поддерживать не менее 5%, софинансировать такие проекты. И также дополнительные баллы получают те заявки, где и население, и местный бизнес участвуют как денежным, так и неденежным вкладом. Например, в проведении субботников, стройматериалы, спецтехника выделяется. Критериев очень много, и заявка по всем критериям получает определенные баллы, в результате которых формируется рейтинг заявок в соответствии с полученными баллами. И на основании этого рейтинга уже определяются победители. Напомню, в государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2020 год заложено 500 миллионов рублей именно на софинансирование проектов по развитию общественной инфраструктуры. А кем определяются победители? Победители определяются на заседании конкурсной комиссии, которая состоит из представителей министерств
и ведомств, заинтересованных в решении. Это и Минстрой, это и Управление архитектуры и градостроительства, это Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство финансов обязательно, потому что этот проект курируется со стороны Министерства финансов Республики Саха-Якутия. А если говорить о ходе реализации программы на 2020 год? Если... Да, спасибо за вопрос. На 2020 год я уже вот сказала, что конкурс был проведен, прием заявок был уже у нас завершен. Всего на конкурс поступило 503 заявки от муниципальных образований республики. Общая стоимость проектов по этим заявкам составляет свыше 1 миллиарда рублей. И потребность в субсидии у нас по данным заявкам составила 758 миллионов рублей. При этом, напомню, в бюджете заложено только 500 миллионов рублей, поэтому, конечно, деньги выделяются на конкурсной основе. Ага. Но я вот наслышана, что введены ряд изменений, касающихся как раз-таки, вот, по-моему, субсидий, да, или софинансирования, по-моему, да? Да. Вообще у нас программа в республике реализуется уже с 2017 года. Начинали с 32 миллионов в 5 пилотных муниципальных образованиях. На сегодня у нас участвуют уже все муниципальные образования республики, поэтому, конечно, в ходе реализации возникают какие-то уже предложения, замечания от самих руководителей муниципалитетов, от инициативных групп. Поэтому эта программа живая, вносятся у нас изменения, мы идем навстречу пожеланиям. И на 2020 год у нас есть ряд существенных изменений. Во-первых, в отдельное окно у нас выделяются, в отдельное окно конкурса у нас будут выделяться заявки от арктических районов. Это связано с тем, что, конечно, и достаточно малочисленные муниципалитеты, у них есть свои сложности и по доставке, и по завозке этих грузов. Поэтому, чтобы у них конкурс проходил на равных условиях между муниципалитетами, которые находятся в равных условиях, чтобы они не соревновались, допустим, с теми муниципальными образованиями, которые в центральной части Якутии, в южной части Якутии. И, во-вторых, у нас есть еще ряд других изменений. Что ж, очень справедливо, я думаю. Светлана Романовна, спасибо за участие в нашей программе. Будем снова ждать в нашей студии по последним новостям программы поддержки местных инициатив. Спасибо. Удачного дня. Ну а у нас на очереди небольшая рекламная пауза, после чего мы продолжим. Оставайтесь с нами. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. 5 марта на календаре, четверг. И рада зачитать сообщения, которые приходят на наш WhatsApp номер. Доброе утро! Хочу передать большой привет своему старшему сыну Пете Иннокентьеву. Желаю ему, чтобы он хорошо учился и получал одни пятерки. Вот так вот папа желает с утра сыну своему. Доброе утро! Поздравляем Марфу Николаевну Иванову с днем рождения. Любим, ценим, уважаем, с пожеланиями сестра и племянница. Марфа Николаевна, к слову, является нашей коллегой нашей компании. Марфа Николаевна, мы от имени нашей передачи тоже присоединяемся к поздравлениям. Желаем вам здоровья, оставайтесь такой же прекрасной, молодой, веселой, энергичной. И на этом сообщение пока заканчиваются. Напомню, 8 914 279 2262. Можете писать, у вас еще есть время. Ну а далее я передаю слово своим коллегам из информационной службы. В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте.
В едином реестре проблемных объектов на территории Якутии числятся 14 объектов 8 застройщиков. По ним заключены 683 договора долевого участия на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Такую информацию сообщил прокурор Якутии Олег Нарковский во время пресс-конференции. В 2019 году прокурорами выявлено более 70 нарушений закона в сфере защиты прав участников долевого строительства. По ним было принято 55 актов реагирования. Также удалось добиться ввода в эксплуатацию 10 объектов, по которым допускались нарушения сроков ввода более чем на 6 месяцев. Восстановлены права 1250 участников долевого строительства. Поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ на автодороге Вилюй начнется с 1 апреля. Кроме того, с 26 марта планируется запретить проезд автомобилей массой свыше 30 тонн по ледовым автозимникам Якутск-Нижний Бестях и Хандыга-Мегино-Алдан на федеральной автомобильной дороге Колыма. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий. Между тем, объем перевозки грузов по железной дороге на участке Томот-Нижний Бестях вырос на 42%. Такие показатели озвучили в железных дорогах Якутии по итогам 2 прошедших месяцев в этом году. Наибольший рост демонстрируют перевозки по номенклатурам. Прочие грузы более 34 тысяч тонн, плюс 66%. Контейнеры почти 49,5 тысяч тонн, плюс 60%. Продовольственные грузы около 22 тысяч тонн, плюс 49%. Нефтепродукты почти 74 тысячи тонн. Это прирост 29%. При таком темпе годовой объем перевозок до станции Нижний Бестях по итогам года может превысить отметку в 1 миллион тонн. За прошлый год по этому участку было перевезено чуть более 800 тысяч. Между тем, 4-й городской конкурс ледовых снежных скульптур «Мы дети Севера» продолжается. В нем участвуют 18 команд из Якутска, Мегино-Кангаласского, Татинского и Кангаласского районов. Каждая команда состоит из 2 человек. Мастерство демонстрируют учащиеся художественных, общеобразовательных и детских школ искусств в возрасте от 11 до 18 лет. Работы в номинации «Ледовая скульптура» завершились накануне. Сегодня и завтра пройдет конкурс по созданию снежных скульптур. Лучшая команда получит переходящий кубок конкурса. Цель у нас одна, получается, это вот приучить к любимой родине, да, то есть нашему краю, Якутску. Есть различные композиции, связанные именно с солонхо, да, то есть с исехом. Вот, очень красивая работа, да, у нас появляются сказками якутскими. Вот такая вот у нас цель. И чтобы узнали, да, наше вот подрастающее поколение, что такое лед, как работать с таким материалом, да, и, ну, любовь к творчеству. Горожане Якутска выбирают активный весенний отдых. Столичное озеро Сайсары практически полностью заполнено людьми разного возраста. Катаются как спортсмены, так и любители. Здесь и коньковой ход, и классика, много студентов, школьников и просто отдыхающих. Есть организованные группы, а также одиночки. Больше всего повезло школьникам. Теплая погода позволяет больше тренироваться на свежем воздухе. Скоро наступят длинные праздничные выходные, желающих станет еще больше. Ну, мы катаемся, впрочем, на каникулах, и на этой неделе катаемся сейчас. Мы занимаемся 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница, и в воскресенье соревнования или игровой кружок. Ну, я часто смотрю лыжные соревнования, ну и хочу равняться на эти соревнования. Но мне кажется, лыжами, на лыжах проще кататься, чем на сноуборде. Сейчас ненадолго прервемся, после чего вернемся к обсуждению главных событий утра. Не переключайтесь. Да. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. И рада зачитать еще одно сообщение, которое поступило на наш номер. Дорогую внучку Наташу, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, отличной учебы. Целую. Твоя бабушка Люция Петровна из города Покровск. Так, и с днем рождения дорогую Сюпову и Аргариту, или Маргариту, видимо, по всей вероятности, прошу поздравить и пожелать всех благ земных, огромного счастья и крепкого здоровья. Мама вас поздравляет, Маргарита. Мы присоединяемся к поздравлениям. Ну и еще одно сообщение, пожалуй. Дорогого мужа и любимого папу Петра Олеговича поздравляем с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего. Очень тебя
любим. С пожеланиями жена и сыновья. Ну и на этом все. Отличный день, 5 марта, столько день рождений. Всех поздравляем. С 28 по 2 марта в Южно-Сахалинске прошли чемпионаты и первенства Дальнего Востока по тэквондо. 350 спортсменов с Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей, а также с нашей республики боролись за медали чемпионата и первенства. В итоге якутские тэквондисты вернулись с 16 медалями. Рада представить вам Якова Гаврилева, старшего тренера по республике Саха-Якутия по тэквондо, и Максима Припузова, чемпиона ДФО, победителя первенства по тэквондо. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе Максим, утро. Яков, поздравляю, во-первых. Это отличный, по-моему, результат, да? Спасибо. Яков, расскажите, пожалуйста, кто принимал участие, определенные категории, да, могли? Ну, вы сейчас только что сказали, что принимали участие более 350 человек, да. Да, из регионов это Хабаровский край, Приморье, Камчатка, Сахалин и мы. И наша команда представляла 17 спортсменов. Вот, мы выступали на чемпионате и на первенствах. Первенства проходили среди детей 12-14 лет, 15-17 и до 21 года, и вот чемпионат это взрослые. Вот. Ну, в принципе, результат в целом неплохой. Но ожидали, конечно, еще лучшего у некоторых спортсменов. Ну, немножко, чуть-чуть не проявили до конца себя, а так, ну, в общем, в принципе, задачу выполнили. В целом неплохо, да? Да, в целом неплохо. Ага. Но 16 медалей, это вроде бы так много, да? Но все они разные. Да, у нас в копилке 6 золотых, 6 серебряных и, получается, 4 бронзовых медали. Вот Максим у нас выступил в 2 категориях. Это, получается, в чемпионате он выступил. Это среди взрослых и по молодежке. Это до 21 года. И в обоих возрастных категориях он стал победителем. Максим, ну поделись своими впечатлениями. Ну, в целом соревнования прошли очень удачно для нашей команды в целом. Мне очень понравилась организация, то, что так много спортсменов присутствовало. В общем, я провел, получается, по молодежи до 21 года 2 боя, и по мужчинам у меня был финал. Так получилось, в общем, что заявился один и тот же спортсмен в финалах с Сахалина, по молодежи и по мужчинам. С ним мы встретились в финалах. Первый бой у нас проходил на такой сенсорной системе KIPI. Честно говоря, KIPI я не очень люблю. И там баллы, мне очень с трудом выходили баллы. Все-таки удалось одержать победу. Второй финал уже прошел более на чувствительной сенсорной системе Дейдо. И там мне удалось уже одержать верх досрочно, то есть с преимуществом 20 и более баллов. Ну вот как раз видим кадры, да? Это ты же, да? Да. Это вот уже Дейдо, там, где я уверенно выиграл. Это ты здесь взял золото? Да, здесь я взял золото. Как оцениваешь вообще соперника? Ну, вообще с Сахалина у меня всегда тяжелые бои с сахалинцами получалось, как и на прошлом ДУФО. Вот здесь эмоции совладали, если честно. Я вообще, получается, хотел спокойно подраться, но все равно эмоции меня нахлынули. И так получилось. Как настраиваешься перед соревнованиями? Ну, обычно всегда пытаюсь себя заводить. Хоть тренер и говорит, что нужно эмоции беречь, но у меня не получается, если честно. Я, получается, очень сильно заряжаю себя перед выходом. И там адреналин, уже, да? Да, адреналин есть, конечно же. Без адреналина никак. Яков, какие планы у сборной по тэквондо нашей впереди? У нас сейчас предстоит подготовительный этап к первенству России, который пройдет в конце апреля в городе Нальчик. Это первенство России среди юниоров, это 15-17 лет. И сейчас основная задача, конечно, стоит подготовку к этому
турниру и, конечно, будем надеяться, что достойно выступим. Ну а также, в общем, если в целом взять, у нас задача, конечно, большая в этом году, потому что в этом году у нас 7-е международные спортивные игры «Дети Азии». Команда тоже готова, готовимся. А также летом, в июне пройдет первенство России среди юношей. Это 12-14 лет. Вот. И у нас также летом лагерные сборы. Помимо этих соревнований, мероприятий у нас турниров хватает по нашей республике, в городе Якутске. Это первенство города Якутска, например, первенство города Покровска, и различные турниры. Вот на следующей неделе мы выезжаем в Усалданский район. Там село Бедине пройдет тоже детский турнир. В этом году этот турнир второй раз пройдет. И для начинающих и для молодых спортсменов это очень хороший старт. Что ж, огромное вам спасибо, уважаемые гости. Максим, тебе дальнейших побед, успехов, действительно молодец. Спасибо большое. Гордимся, да, очень нашими спортсменами. Яков, удачи, успехов в работе. Спасибо. Ну, а у нас небольшая пауза. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир и снова рада зачитать сообщения, которые поступают на наш WhatsApp номер. Поздравляю с наступающим женским праздником. Хочу поздравить старшую внучку с 15-летием, ученицу 9 класса Верхневилюйской школы номер 1 Исидора Барахова. Желаю крепкого здоровья, успехов в учебе, желаю, чтобы твои мечты сбывались. С пожеланиями села Харбалах Верхневилюйского улуса бабушка, сестра Альбина из Москвы и Камюстюровы из Верхневилюйска. Ну и еще одно сообщение. Передаем большой пламенный привет нашей подруге Катерине. Желаем, чтобы все, что нужно тебе, было при тебе. С пожеланиями твои друзья и коллеги. Что ж, вот так замечательно. Ну а далее ознакомимся со свежим прогнозом погоды на сегодняшний день. Итак, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 21, минус 24 градуса. Днем ожидается минус 12, минус 15. А в заречных улусах минус 21, минус 25, днем минус 9, минус 13 градусов. В южных улусах минус 15, минус 16, днем минус 7, минус 9. В Вилюйских улусах минус 16-19, днем до минус 8, минус 11. В Нижнеленских минус 18, минус 19 утром, днем минус 15, минус 16 градусов. В западных улусах минус 14, минус 16 утром, днем минус 7, минус 9. В Колыме-Дигирских минус 17, минус 27, днем ожидается минус 13, местами минус 24 градуса. В Янских минус 21, минус 24 утром, днем минус 15, минус 17 градусов. На северо-западе минус 16, минус 21 утром, днем минус 15, минус 22. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 28 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 13, минус 15 градусов. Мы продолжаем. Зоотерапия как целая отрасль медицины открылась обществу еще с древних времен. Узкая ее направленность, так называемая ипотерапия, одна из самых эффективных методик, которая лечит множество заболеваний человека с помощью тесного контакта с животным. Действенность такой методики лечения доказана наукой и на практике. Езда верхом на лошади необычайно полезна. Она устраняет не только негативные мысли, но и помогает быстрее проходить реабилитацию людям с ограниченными возможностями. О том, кто и благодаря кому стали использовать метод ипотерапии в Амгинском улусе, смотрите в нашем следующем сюжете.
Сегодня в Улусе радостное событие. Впервые в республике открывается центр по ипотренингу, ипотерапии, где будут заниматься дети-инвалиды. Этот центр открылся благодаря участию в гранте нашего НКО «Солнышко». Идея лошади, испокон веков якуты у нас священные животные. Наш знакомый Чупров Михаил Васильевич, это руководитель проекта, он изъявил желание помочь нашим деткам. Мы решили писать проект «Целевой фонд будущих поколений». К большой радости, наш проект был поддержан, и, соответственно, мы получили субсидию в размере 250 тысяч рублей. Мы договорились с Московским конно-спортивным клубом инвалидов и прошли, у нас человек, наш волонтер Чупров Михаил Васильевич, он прошел специализированный курс обучения, То есть он сейчас у нас является сертифицированным. В Москве мы сразу же там нашли магазин, который продает амуницию, и прямо со специалистами этого конно-спортивного клуба все именно сделали выбор, что мы должны купить, и благополучно все это мы закупили. Вот эта гурта, именно для детей, они должны здесь держаться. Именно без седла. На спине лошади имеется 110 мышц. И вот те ребята, которые болеют ДЦП, у них или мускулы не развиты, или в тонусе мышцы, или они вообще расслабленные. И когда на коне верхом сидит, движение лошади, как взрослого человека подходит, И эти мышцы, те, которые больные, нерабочие, они начинают уже потихонечку развиваться, поэтому дети со временем могут даже, те, которые не ходили, много очень случаев таких, они уже ходят, те, которые не говорят, немые, они тоже начинают говорить со временем, поэтому эта ипотерапия очень уникальна. В прошлом году осенью ко мне подошли центра «Солнышко» и попросили, чтобы я помог им в содержании лошадей. Как говорит наука, при общении с животными быстрее адаптируется и возникает какой-то целебный эффект. И поэтому я решил помочь. Сейчас являюсь волонтером этого центра «Солнышко». Проводим различные мастер-классы по направлению именно лошади, например, дети рисуют лошадь, или что-то там, поделки, связанные с лошадью, то есть они готовятся. Мне понравился этот проект, именно даже плохо говорящие дети должны тоже так заниматься ипотерапией. Она мне плохо говорит, тоже инвалидность у нас стоит. И она сама очень любит лошадей, очень мечтала об этих лошадях. Мы посещаем мероприятия, различные мастер-классы, беседы, лекции. Но самым главным, и интересным, и нужным для нас стал проект «Школа особенного всадника». Это нашим ребятам поможет, практика в этом есть. В России, в Москве этим постоянно занимаются, и уже дети получают хороший результат. И так что наш УЛУС заинтересован в этом, результаты будут. Какие красивые кадры, согласитесь. Традиционно четверг – это день кинопремьер. Список крупных премьер 5 марта вышел довольно объемистым. Зрителей ждут сразу 4 релиза, среди которых особого внимания удостоится анимационное фэнтези под названием «Вперед», фантастический ужастик ожидается «Человек-невидимка». А вдобавок выйдет еще один хоррор под названием «Остров фантазий», а также премьера новой комедии от создателей «Холоп». Подробнее с киноновинками этого четверга знакомимся в рубрике «Киноафиша». Он был социопатом.
Сегодня в прокат кинотеатра «Лена» выходит фантастический триллер «Человек-невидимка». Следил за каждым моим действием. Неплохой выбор сюжета, так как последний фильм о невидимом человеке, снятый режиссером Полом Верховеном, многие зрители все еще помнят. Картина, выпущенная в 2000 году, следовала за ученым, который разработал формулу невидимости и постепенно превратился в жестокого убийцу. В новом фильме Ли Уоннелла, который также работал над режиссурой, все иначе. В центр истории он ставит женщину по имени Сесилия, предпринимающую попытку сбежать от мужа-тирана. Когда она меняет место жительства, ей сообщают о смерти супруга. Теперь женщина полностью свободна, к тому же богата. Муж, занимавшийся оптическими разработками, оставил ей свое состояние. Это лучшее время, чтобы начать все сначала, перестав жить в страхе. Однако Сесилию не покидает чувство, что за ней кто-то наблюдает, пытаясь свести с ума. Человек-невидимка. В кино с 5 марта. Говорят, нужно быть осторожным со своими желаниями. Действие триллера студии Blumhouse «Остров фантазий» разворачивается там, где может исполниться любая мечта. За ее осуществление придется заплатить, ведь у всего есть своя цена. Центральным персонажем фильма является загадочный мистер Рорк, облаченный в белоснежный костюм хозяин острова, на котором исполняются мечты. Он приглашает всех, у кого есть заветная мечта, посетить его владение и воплотить в жизнь все свои фантазии. Но есть одно «но», о котором мистер Рорк сразу предупреждает гостей. Исполнение желания может привести к самым неожиданным для них последствиям. Остров фантазий. Если хотите, заберите мой отель. Новая картина от создателей самого кассового российского фильма «Холоп» расскажет историю сербского сердцееда и весельчака Паши, хозяина пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое многомиллионное приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочери. Девушка начинает рьяно готовиться к свадьбе с красавчиком-ательером, когда Паша после 4-летней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь, если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот. Давным-давно мир был... А самых маленьких своих зрителей кинотеатр «Лена» приглашает на приключенческий мультипликационный фильм «Вперед!». Братья эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли. И теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. Вперед! Что ж, как только киноафиша появляется в нашей передаче, сразу такие хорошие, приятные мысли о выходных. Буквально через пару дней можно будет сходить, расслабиться. Тем более картины, я думаю, очень достойные, поэтому всей семьей отличный культурный выход. Ну а перед тем, как с вами попрощаться, хочу напомнить, что день 5 марта – это неофициальный праздник, день без гаджетов, поэтому по возможности можете присоединиться как бы к этому дню и оставить свои телефоны, планшеты, ну, по крайней мере, не дома, но чуть меньше сегодня в него заглядывать. Я с вами прощаюсь, передаю слово своим коллегам Пелагее Буртаховой и Алексею Лукину. До завтра.